Перестаньте нервничать, в нужное время должно произойти что-то важное. Вселенная подарит вам то, что предназначено. Напишите «да», если верите в это. Упорно верьте, что чудо может происходить каждый день. Никогда не сдавайтесь, потому что Бог может быстро изменить что-то в вашей жизни, если вы в Него верите. Напишите «да», если верите. Если вы останетесь верными Богу, Он дарует вам успех в жизни. На этой неделе с вами произойдет что-то великое. Заявите об этом и заявите об этом. Напишите «решетка клеймит» и поверьте в это. Верьте, что нет ничего, что наш Бог не мог бы сделать. Напишите «Аминь», если вы верите в Филиппийцам 4:4. Молитесь о руководстве и стремитесь исполнять волю Божью. Его щедрый дух будет твердо вести вас вперед. Псалом 142:10. Всегда молитесь и никогда не сдавайтесь, потому что Бог с вами. То, чего вы желаете, желает и вас, и оно придет к вам в свое время. Будьте терпеливы и сохраняйте позицию молитвы и благодарности. Расслабьтесь, вы целостны и целостны. Все происходит для вашего блага, и ваши молитвы получают ответ. Напишите «да», если верите в это. Окружите себя людьми, которые молятся за вас, даже если вы этого не осознаете. Их молитвы сильны. Помните, вы свет миру, как город на горе, который невозможно скрыть. Матфея 5:14. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Матфея 5:7. Если вы о чем-то молились, не беспокойтесь об этом. Бог ответит вам, когда придет время. Напишите «Аминь», если верите. Деньги приходят к вам со всех сторон. Вы магнит для денег. Запишите это, чтобы подтвердить это. Бог всегда благословляет тех, кто добр к бедным и нуждающимся. Взамен они получают помощь и честь. Псалом 41:1,3-5. Никогда не уставайте делать добро. 2 Фессалоникийцам 3:13. Бог уверяет вас, что Он не имеет над вами контроля. Провозглашайте это и помните, что вы любимы Богом. Верьте, все будет хорошо. Божий план для вас больше, чем вы можете себе представить. Скоро произойдет что-то хорошее, так что не теряйте надежды. Вы ближе к своим целям, чем думаете. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все необходимое вам будет дано. Матфея 6:33. Пришло время открыть глаза и увидеть возможности, которые выведут вас на новый уровень и свяжут с нужными людьми и путями. Как сказано в 62-м псалме, «Найдите истинный покой в Боге и уповайте на Него». Бог исцеляет сокрушенных сердцем и перевязывает их раны. Псалом 147:3. Бог говорит с вами сегодня, подтверждая, что вы проделали отличную работу, отдав Ему своих гигантов. Он невероятно гордится тобой, дорогой ребенок. Теперь, когда вы научились это делать, давайте вместе рассмотрим детали, которые беспокоят вас каждый день. Примите Его присутствие в своих повседневных делах, и Он благословит вас радостью, которую вы искали. Бог жаждет открыть вам мир своими глазами,
поэтому отпустите контроль и позвольте Ему помочь вам. Доверьтесь Ему, потому что Он любит вас. Римлянам 8 часов 26 минут. Ангелы также посылают вам сообщения. Доверьтесь силе синхронности и божественному времени. Все разворачивается так, как должно, чтобы помочь развитию вашей души. Доверьтесь процессу. Если согласны, напишите 111. Бог призывает вас не сражаться в одиночку, вы находитесь в этом путешествии не один. Не забывайте о Его присутствии, Он всегда с вами, любит вас и готов сражаться вместе с вами. Он на вашей стороне, доверьтесь Ему. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить это. Вы вступаете в новую яркую главу своей жизни. Не бойтесь, ваши мечты сбудутся, и ваши благословения умножатся. Напишите «Да», если верите в период изобилия, который вас ожидает. Освободитесь от беспокойства о деньгах и позвольте своим ангелам позаботиться о вас. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить это. 2 Царств 22 часа 31 минута. Бог работает над тем, о чем вы еще даже не молились. Он – Бог, работающий впереди. 888. Сохраняйте положительную энергию и доверяйте знакам вокруг вас. Иногда все, что вы можете сделать, это довериться и ждать, пока Бог обо всем позаботится. Его планы могут быть больше ваших, поэтому верьте, что Он на вашей стороне. Ответ на ваши молитвы – да. Освободите место для того, что вы любите, и будьте терпеливы. Бог уверяет вас, что Он – все, что вам нужно. Сохраняйте спокойствие и верьте в Него, Он вам поможет. Приближаются хорошие новости, указывающие на то, что вы на правильном пути. Верьте, что Бог приготовил для вас все. Ваша жизнь улучшается во всех аспектах. Ваша карьера и личная жизнь вот-вот начнутся. Напиши 222, если веришь, Псалом 57, 5. Вскоре вы столкнетесь с возможностью, которая может изменить вашу жизнь. Напишите «И», чтобы подтвердить это. Матфея 5, 4. Берегите свое сердце превыше всего, ибо оно определяет ход вашей жизни. Притчи 4 часа 23 минуты. Помните, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10 часов 13 минут. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он верит в ваш потенциал. Оставайся позитивным, Он любит тебя. Молитва об обретении покоя ночью. Ночью мой разум часто наполнен мыслями о прошлом. Я прокручиваю в памяти разговоры и решения, задаваясь вопросом, как моя жизнь могла сложиться иначе. Но я верю, что Ты, Господь, сможешь создать прекрасное будущее, которое исцелит боль прошлого. Я признаю, что Ваше исправление – моя защита, и я стараюсь учиться на своих ошибках. Помоги мне обрести покой и мир на пути к будущему, которое мы обсуждали. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он услышал ваши крики и понимает вашу боль. Держи глаза открытыми, Он любит тебя. Еженедельные напоминания. 1. Любите своих близких, пока можете, жизнь коротка.
2. Обратите внимание или пожалейте об этом. 3. Бог любит вас, и примирение – прекрасная часть жизни. 4. Любовь вам очень идет. 5. Ответы кроются в выполнении сложных дел. 6. Не все нуждаются в ваших комментариях, лайках или репостах. 7. Пришло время меньше жаловаться. 8. Никогда не поздно, дерзайте. Молитва о преодолении препятствий, дорогой Бог, я признаю трудности в своей жизни. Я осознаю, что ваше исправление – моя защита, и я стремлюсь учиться на своих ошибках. Помоги мне обрести покой и мир на пути к будущему, которое мы обсуждали. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Я верю, что под вашим руководством я смогу преодолеть эти препятствия. Пожалуйста, помоги мне двигаться вперед и возьми меня туда, куда ведет Твой Святой Дух. Дай мне силы выстоять. Я знаю, что с Тобой все возможно, и верю в Твой план. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Молитва, чтобы увидеть благословение в перенаправлении. Дорогой Божией, моя жизнь пошла не по тому пути, на который я рассчитывал, но я верю, что Ты можешь изменить любую ситуацию к лучшему. Ваше исправление – моя защита, и я хочу того же, что Вы для меня запланировали. Я верю в Тебя, хоть и не все понимаю. Помоги мне увидеть себя так, как Ты видишь меня. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Молитва сохранения веры. Дорогой Бог, несмотря на трудности, с которыми я столкнулся, я верю, что лучшие дни наступят. Я верю, что Ты можешь изменить любую ситуацию к лучшему. Я доверяю Твоему выбору времени и плану моей жизни. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Молитва о будущем руководстве. Небесный Отец, направляй меня, когда я планирую свое будущее. Даруй мне мудрость и смелость делать смелые шаги к моим целям. Я верю, что у Тебя есть цель в моей жизни. Пожалуйста, иди впереди меня, расчисти путь и защити меня. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он делает все для вашего блага и Его славы. Наконец, помните, что Бог знает ваше имя, заботится о вас и всегда с вами. Сохраняйте свою веру и доверие Ему. Луки 1:37 напоминает нам, что для Бога нет ничего невозможного. Приготовьтесь, потому что завтра Вселенная подарит вам удивительное благословение. Это знак того, что в течение 2 часов после прослушивания этого сообщения произойдет что-то чудесное. Напишите «Иисус», чтобы подтвердить это обещание. Луки 1:37. Давайте вспомним Псалом 145, 2. «Я буду славить Тебя каждый день, да, я буду славить Тебя во веки веков». Будьте благодарны, потому что то, о чем вы просили, вот-вот придет. Если вы готовы, напишите 111, чтобы показать свой позитив. Это знаменует начало вашего сезона больших успехов. Вы собираетесь выиграть что-то значительное. Напишите «Да», чтобы подписать Псалом 144, 2.
Не забывайте говорить добрые слова, избегать зла и стремиться к миру. 1 Петра 3, 10-12. Исайя 61, 2 напоминает нам, что нужно подняться и сиять, потому что слава Божья на нас. Бог понимает, что иногда ты чувствуешь беспокойство и слабость. Он видит вас в моменты страха и растерянности в вашей жизни. Он признает, что вы часто чувствуете себя одиноким и напуганным. Бог хочет, чтобы вы знали, что ваши страдания не останутся незамеченными. Ваша боль и страдания никогда не остаются незамеченными даже на мгновение. Каждая слеза и момент беспокойства пронзают его сердце. Ваша печаль глубоко затрагивает его, и он хочет, чтобы вы поняли, что он не только слышит ваши крики боли, но и плачет вместе с вами. Вместе ваши крики достигают нашего Небесного Отца. Божья любовь к вам постоянна. Пожалуйста, просмотрите это сообщение целиком, если вы верите в Бога. Однажды Бог поможет тебе забыть боль прошлого и заменить ее чем-то удивительным. Вы не будете помнить боль и не проснитесь с мыслью о том, кто вас обидел. Вместо этого вы проснитесь с чувством благословения и благодарности. Ваш день не будет отмечен унынием или тяжестью, вы будете сосредоточены на том, насколько вы благодарны. Вы испытаете глубокое удовлетворение и радость, которую невозможно объяснить. Если вы верите, что это произойдет, поставьте этому видео палец вверх. Бог хочет, чтобы вы знали сегодня 5 вещей. 1. Бог думает о вас каждый день. 2. Бог наблюдает за вами каждый час. 3. Бог заботится о вас каждую минуту. 4. Бог любит вас каждую секунду. И 5. С чем бы ты ни столкнулся, Бог с тобой. Напишите «Да», если верите, что Бог с вами. Важно быть благодарным за то, что сделал Бог, но не останавливаться на достигнутом. Продолжайте расти, стремиться и искать большего, потому что у Бога вас ждут новые испытания и благословения. Ваши мечты могут сбыться, и все может неожиданно измениться в вашу пользу. Чудеса реальны. Оставайтесь открытыми и верьте. Напишите «Да», если верите. Бог хочет, чтобы вы знали, что на вашем пути появится кто-то, кому суждено изменить вашу жизнь к лучшему. Не игнорируйте эту прекрасную возможность. Кроме того, у Бога есть сильное предчувствие, что до конца этого месяца произойдут чудеса. Приготовьтесь к изменяющим жизнь благословениям, исцелению, любви и благосклонности. Сохраните веру еще немного, облегчение уже на горизонте. Напишите «Да», если верите. В этом месяце Бог посылает вам дождь благословений, включая финансовое чудо. Но это еще не все, ожидайте благословений, которые изменят вашу жизнь, принесут исцеление, любовь и благосклонность. Сохраняйте веру и продержитесь еще немного. Божья любовь безусловна, и Он всегда будет любить тебя, независимо от ситуации. Он обещает помочь вам в трудные минуты и защитить от зла. Он будет рядом с вами в хорошие и плохие времена. Напишите «Да», если верите, что Господь с вами. Не забудьте посмотреть это видео, когда проснитесь завтра утром,
и вы получите 1 000 000 песо из неожиданных источников. Бог уверяет вас не сдаваться, даже когда вы подвергаетесь нападкам в своих финансах, отношениях или других сферах. Атаки врага – знак того, что ваш прорыв близок. Бог провозглашает мир, победу, исцеление и благословение в вашей жизни. Откройте дверь, чтобы получить их. У Бога есть новые горы, которые вам нужно покорить, новые дружеские отношения, которые вы можете создать, и новые уровни влияния, которых вы должны достичь. Вы вступаете в новый этап жизни, где вас невозможно остановить. Процветание, изобилие, крепкое здоровье и хорошие отношения будут вашими. Напишите 11, 11, если вам нужно это сообщение. Давайте помолимся вместе. Дорогой Отец, я прихожу к Тебе со смиренным сердцем, признавая свои ошибки и прося Твоего прощения. Я хочу иметь с Вами правильные отношения и следовать Вашему руководству. Укрепи меня, чтобы противостоять искушениям врага, и наполни меня своим духом. Я верю в Иисуса и благодарю Тебя за дар спасения. Помоги мне жить для Тебя и позволь Тебе жить через меня. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Напишите «Аминь», если верите в эту молитву. Не забудьте подписаться на наш канал и активировать уведомления, чтобы поддержать нас. По данным, 11 великих детективов, путешествующих с мечтами и добрыми обещаниями. Бог ведет вас к чему-то новому, вы чувствуете это, желание перемен, ощущение, что все не может продолжаться так же, не бойтесь. Я веду тебя к чему-то чудесному, прими новое начало на горизонте, скоро ты испытаешь мою верность. Хотя путь может быть трудным, каждая слеза, испытание и молитва приближают вас к обещанию. Это может быть непросто, но обещание остается реальным и прекрасным. Я верен, напишите «Бог верен». Я посылаю того, кто будет любить каждую часть тебя, кто поймет тебя в самые тяжелые моменты и кто будет ценить тебя, даже когда ты чувствуешь себя сломленным. Ваши будущие супруги не будут идеальными, но они идеально подойдут для вашей жизни. Избавьтесь от иллюзии совершенства. Доверься моим таинственным путям. Оставайтесь в молитве и будьте открыты для неожиданностей. Напишите 88, если верите. Вот несколько молитв для вас. 1. Попросите Бога о проницательности, чтобы выбрать правильных людей в вашей жизни. 2. Попросите Святого Духа направить вас к назначенному Богом супругу и помочь вам расти в период ожидания. 3. Попросите Святого Духа напомнить вам о Божьей верности во времена испытаний. 4. Молитесь о терпении и способности контролировать свои слова и гнев. 5. Ищите помощи Святого Духа, который будет вести вас в праведности, а не в соответствии с желаниями вашей плоти. 6. Попросите Бога устранить любые препятствия, которые мешают вам достичь своей цели. Сейчас это всегда мощный инструмент против беспокойства, сомнений и страха. Напишите в комментариях «Аминь», если вам нужны эти молитвы. Не волнуйтесь, ваше благословение утверждено на небесах, путь уже проложен, и вы не упустили ни одного обещания.
Вам не нужно делать что-то самостоятельно. Сохраняйте спокойствие, потому что Бог не забыл вас, и ваше обещание исполнится как раз вовремя. Приготовьтесь увидеть, почему вы ждали, стать свидетелем славы Божьей и испытать радость. Напишите «да», если готовы. Иногда задержки приближают вас к Богу и формируют вас, но бывают и задержки, навязанные врагом, чтобы помешать вам получить Божье благословение. У многих из вас прогресс задерживается, и Бог говорит, что хватит. Он разрушает демонический дух промедления. Будьте уверены, ваше благословение уже в пути. Напишите «Аминь». Бог с тобой, и Он твоя помощь и сила. Вы не можете двигаться вперед без Его помощи. Возможно, ваши силы истощились, но Его сила безгранична. Он Творец путей и чудес. Молитесь о Его руководстве, прощении и присутствии в вашей жизни. Поверьте, что вы не одиноки. Напишите в комментариях «Я люблю тебя, Иисус, если ты с Ним». Вы давно ищете прорыва, ваше сердце жаждет услышать хорошие новости. Не волнуйтесь, дорогое Дитя Божье, потому что это послание – благословение самого Бога. Помните, что плохие вещи, которые произошли с вами, не были предназначены для того, чтобы разрушить или сломить вас, а только для того, чтобы укрепить вас. Бог испытывал тебя. Это не что-то новое, что произошло только с вами. На протяжении всей Библии Бог испытывал свой народ не для того, чтобы поймать его в ловушку, а для того, чтобы помочь ему созреть и укрепить свои отношения с Ним. Рассмотрим историю Иова, праведного и честного человека, который столкнулся с последним испытанием, душераздирающей потерей своего богатства, семьи и здоровья. Однако он оставался стойким в своей вере. Опыт Иова бросает вызов всем нам. Можем ли мы сохранить свою веру, даже если жизнь принимает неожиданные повороты? Можем ли мы сохранять веру в то, что Божьи обещания истины, даже когда все обстоятельства кажутся мрачными? В первом послании Петра, 4 главе, 12 стихе сказано: «Дорогие друзья, не удивляйтесь огненному искушению, постигшему вас для испытания вас, как если бы с вами происходило что-то странное. Но радуйтесь, поскольку вы участвуете в страданиях Христовых, чтобы вам возрадоваться, когда откроется слава Его». Это советует нам не удивляться и не тревожиться по поводу тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся. Вместо этого нас поощряют использовать их как возможность присоединиться к Христу в Его страданиях. Эти тесты оценивают глубину и силу нашей веры, оценивая качество нашего доверия Богу. Итак, если вы сейчас находитесь в центре сложного испытания, помните, что это всего лишь испытание. Сохраняйте доверие Господу, независимо от характера ваших трудностей. Не теряй надежду, это просто часть жизненного пути. Сосредоточьтесь на Господе, потому что Он работает даже в эти трудные времена. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, не отчаивайтесь. Это просто тест, призванный усовершенствовать и укрепить ваш характер. Это возможность углубить вашу связь с Богом через молитву и веру. Будьте уверены, что Бог использует этот опыт для вашего высшего блага.
Он работает за кулисами, чтобы превратить вас в человека, которым, как Он знает, вы можете стать. Бог все контролирует, и в конечном счете Он заставит все работать вместе ради вашего высшего блага. Да благословит тебя Бог. Аминь. Путешествуя по жизни, не забывайте сохранять силу молитвы. Именно через молитву мы соединяемся с нашим Небесным Отцом, признавая свои ошибки и ища Его прощения. Мы жаждем правильных отношений с Ним, желая следовать Его водительству и укрепиться против искушений врага. С каждой молитвой мы приглашаем Святого Духа наполнить нас, направляя наши шаги и давая нам силы жить для Бога. Посреди наших молитв мы выражаем благодарность за невероятный дар спасения через Иисуса Христа. Мы осознаем, что только благодаря Его жертве у нас есть возможность жить преображенной жизнью, позволяя Богу действовать через нас. Мы молимся о том, чтобы мы стали сосудами Его любви и света, отражая Его характер окружающему миру. Когда мы отправляемся в этот путь веры, нам напоминают, что Бог верен. Он ведет нас к новым начинаниям, даже когда перемены могут показаться пугающими. Нам не нужно бояться, поскольку Он обещает быть с нами на каждом этапе пути, направляя нас к чему-то чудесному. Каждая пролитая слеза, каждое перенесенное испытание и каждая произнесенная молитва приближают нас к исполнению Его обещаний. В этом путешествии мы можем жаждать общения, любви, которая понимает и ценит нас. Бог уверяет нас, что Он пошлет того, кто будет любить нас безоговорочно, даже в самые тяжелые моменты. Возможно, эти будущие супруги не идеальны, но они идеально подойдут для нашей жизни. Нас призывают отказаться от иллюзии совершенства и довериться таинственным путям Бога. Чтобы идти по этому пути, нам рекомендуется проявлять проницательность в выборе подходящих людей, которые нас окружают. Мы просим Святого Духа о руководстве, которое приведет нас к человеку, которого Бог предназначил для нас, и мы доверяем Его выбору времени в период ожидания. Во времена испытаний мы молимся, чтобы Святой Дух напомнил нам о Божьей верности и даровал нам терпение и самообладание. Наше желание жить в праведности, согласуясь с волей Бога, а не с желаниями нашей плоти. Мы просим помощи Святого Духа в руководстве нас к целеустремленной жизни, устранении любых препятствий, которые мешают нам выполнить данное нам Богом призвание. Посреди наших молитв мы находим утешение в настоящем моменте. Сейчас мощный инструмент против беспокойства, сомнений и страха. Мы покоимся в уверенности, что наши благословения утверждены на небесах, и путь к ним уже приготовлен. Нам не нужно стремиться добиться успеха самостоятельно, поскольку Бог не забыл нас. Он осуществит свои обещания в свое идеальное время. Когда мы готовимся увидеть исполнение нашего ожидания, нам напоминают, что задержки часто могут приблизить нас к Богу. Однако мы также признаем, что существуют задержки, навязанные врагом, стремящиеся помешать нам получить Божье благословение. Тем не менее, мы уверены в Господе, ибо Он разрушает демонический дух промедления. Наши благословения уже в пути, и мы с радостью провозглашаем «Аминь». В нашем путешествии мы признаем свою зависимость от Бога.
Мы не можем двигаться вперед без Его помощи, потому что наша сила может ослабевать, но Его сила безгранична. Он – Создатель путей и Творец чудес. Мы полагаемся на Его руководство, Его прощение и Его присутствие в нашей жизни. С сердцами, полными любви, мы провозглашаем: «Я люблю Тебя, Иисус», идя рядом с Ним. Тем, кто жаждал прорывов и хороших новостей, наберитесь духа. Это послание является благословением самого Бога. Трудности и проблемы, с которыми мы столкнулись, были предназначены не для того, чтобы разрушить нас, а для того, чтобы созидать нас. На протяжении всей истории Бог испытывал свой народ, чтобы помочь ему взрослеть и укреплять свои отношения с Ним. Мы находим вдохновение в истории Иова, который остался стойким в своей вере, несмотря на огромные страдания. Книга 1 Петра напоминает нам не удивляться испытаниям, с которыми мы сталкиваемся, а радоваться, участвуя в страданиях Христа. Эти тесты оценивают глубину и силу нашей веры, очищая и формируя наш характер. Посреди этих проблем нас побуждают сохранять доверие к Господу и сосредоточивать свое внимание на Нем. Нам не нужно терять надежду, потому что Бог работает даже в трудные времена. Он использует этот опыт, чтобы превратить нас в тех личностей, которыми, как Он знает, мы можем стать. Мы уверены, что Бог все контролирует, и Он заставит все работать вместе ради нашего высшего блага. Давайте и дальше сохранять силу молитвы, полагаясь на Божью верность и Его совершенный план для нашей жизни. Давайте же стойко преодолевать испытания, зная, что это возможности для роста и углубления связи с нашим Небесным Отцом. Пусть по мере нашего продвижения вперед изобилуют Божьи благословения, и пусть Его слава откроется в нашей жизни. Аминь. Продолжая этот путь, помните, что перемены неизбежны. Это постоянная сила, которая формирует нашу жизнь и продвигает нас вперед. Примите неизведанное с открытым сердцем, ведь именно в неизведанном часто происходят чудеса. Верьте, что рука Божья ведет вас к чему-то чудесному, чему-то, превосходящему ваши самые смелые мечты. Посреди трудностей и испытаний легко потерять из виду Божью верность. Но даже в самые мрачные моменты Он остается стойким, никогда не колеблясь в своей любви к вам. Найдите минутку, чтобы поразмышлять о тех случаях, когда Бог являлся для вас, когда Он превратил ваш траур в танец и вашу печаль в радость. Храните эти воспоминания и позвольте им укрепить вашу веру. Проницательность является ключом к управлению отношениями в вашей жизни. Попросите Бога дать вам мудрости выбрать подходящих людей, чтобы окружить себя, тех, кто поднимет и поддержит вас на вашем пути. А когда дело касается сердечных дел, ищите руководство Святого Духа. Верьте, что Он приведет вас к назначенному Богом супругу, тому, кто будет любить и лелеять вас безоговорочно. Терпение – это добродетель, которая часто ускользает от нас, особенно в мире, который процветает за счет мгновенного удовлетворения. Но пока вы ждете исполнения Божьих обещаний, молитесь о терпении и способности контролировать свои слова и гнев. Отпустите необходимость того, чтобы все происходило в вашем графике, и подчинитесь идеальному Божьему времени.
Поверьте, что Он работает за кулисами, направляя все для вашего высшего блага. В минуты сомнений и страха помните, что пути Божьи таинственны, а Его планы намного величественнее наших. Оставайтесь в постоянном общении с Ним через молитву, ища Его руководство и Его воли для вашей жизни. Поверьте, что Он устранит любые препятствия, стоящие на пути к вашей цели, и откроет двери, которые вы никогда не считали возможными. Сейчас, как никогда, настало время отпустить беспокойство и сомнения. Вместо этого примите силу настоящего момента. Отдайте свое бремя и страхи Богу, зная, что Он не забыл вас. Ваши благословения уже утверждены на небесах, и они проявятся в свое время. Сохраняйте свою веру сильной и свое сердце открытым, ибо Божьи обещания никогда не остаются напрасными. Иногда задержки являются не результатом божественного выбора времени, а скорее попытками врага помешать планам Бога на вашу жизнь. Но будьте уверены, потому что Бог разрушает дух промедления, который мешает вашему прогрессу. Он прокладывает путь там, где, казалось бы, пути нет, в изобилии принося вам благословение. Радуйтесь этой истине и произнесите «Аминь», чтобы заявить о победе над задержками, которые вас сдерживали. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Бог с вами на каждом этапе пути, предлагая свою помощь и силу, когда ваши силы истощаются. Призовите Его, опирайтесь на Него. Верьте, что Он откроет вам путь. Ваш прорыв ближе, чем вы думаете, и когда он произойдет, он будет стоить каждого момента ожидания. Во времена тоски и ожидания сохраняйте веру в то, что хорошие новости уже в пути. Бог использует каждый опыт, как хороший, так и плохой, чтобы сформировать из вас человека, которым Он вас создал. Точно так же, как Он испытал Иова и усовершенствовал его веру, Он делает то же самое и для вас. Воспринимайте эти испытания как возможность для роста и зрелости, зная, что Божьи обещания верны даже перед лицом невзгод. Итак, дорогое дитя Божие, не теряй надежды. Оставайтесь стойкими в своей вере, ведь это всего лишь испытание. Доверьтесь Господу и Его планам на вашу жизнь, зная, что Он работает за кулисами. Сосредоточьтесь на Нем, и вы станете свидетелем раскрытия Его славы. Пусть ваша связь с Богом углубляется через молитву и веру, и пусть вы продолжаете смело идти по этому жизненному пути. Небесный Отец, сегодня я прихожу к Тебе в поисках Твоего руководства и мудрости, пока я иду по пути к своему будущему. Я полон волнения и опасений по поводу выборов и решений, которые мне предстоит принять. Даруй мне смелость сделать смелые шаги к моим целям, зная, что у Тебя есть цель в моей жизни. Я смиренно прошу Вас идти впереди меня, расчищая путь и устраняя любые препятствия, которые могут помешать моему прогрессу. Защити меня от отвлекающих факторов и искушений, которые могут попытаться отвратить меня от моего истинного призвания. Я доверяю Твоему божественному плану и отдаю Тебе свои заботы и страхи. Господь, я утешаюсь тем, что Ты всегда трудишься для моего блага и своей славы. Ваше присутствие в моей жизни приносит мне утешение и уверенность. Мне вспоминается Ваше обещание в Луке 1 час 37 минут,
что для вас нет ничего невозможного. Я держусь за эту истину и нахожу в ней силу. Продолжая это путешествие, я полон надежд и предвкушений. Я верю, что завтрашний день принесет мне удивительное благословение, знак того, что вот-вот произойдет что-то чудесное. Я с нетерпением жду проявления этого благословения, зная, что оно придет в течение 2 часов после получения этого сообщения. Я подтверждаю это обещание, написав: «Иисус, ибо верю в Твою верность и обеспечение». В минуты сомнения или нетерпения я напоминаю себе слова из Псалма 145:2. «Я буду славить Тебя каждый день, да, я буду славить Тебя во веки веков». Я предпочитаю быть благодарным и надеяться, потому что чувствую, что нечто, чего я так жаждал, вот-вот произойдет. Я принимаю этот позитив, написав 111. Это знаменует собой начало сезона больших успехов в моей жизни. Я на пороге чего-то значительного и с нетерпением подписываюсь громким «да» в соответствии с Псалом 144:2. Мне напоминают о важности говорить слова доброты, избегать зла и стремиться к миру, как сказано в 1 Петра 3:10-12. Я призван восстать и сиять, ибо слава Божия на мне, как подчеркивается в Исаии 61:2. Я принимаю этот призыв и обязуюсь жить жизнью, которая чтит Тебя, дорогой Отец. Давайте помолимся вместе, дорогой Отец. Я прихожу к Вам со смиренным сердцем, признавая свои ошибки и прося Вашего прощения. Я жажду правильных отношений с Тобой и ищу Твоего руководства в своей жизни. Укрепи меня, чтобы противостоять искушениям врага, и наполни меня своим духом. Я верю в Иисуса и благодарен за дар спасения. Помоги мне жить для Тебя и позволь Тебе жить через меня. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Я пишу «Аминь», чтобы выразить свою веру в это. Если это сообщение сегодня было благословением, оставьте комментарий. Если это сообщение вам чем-то помогло, поставьте ему лайк и поделитесь им, чтобы скрасить чей-то день. Подпишитесь на канал, чтобы оставаться в курсе подобных сообщений. Помните, что каждый день для вас есть особое послание от Бога. Пусть Бог благословит вашу жизнь сегодня, завтра и всегда. Сохраняйте мир Господа Иисуса, и мы увидим вас. Ты видишь меня в минуты беспокойства и слабости, во времена страха и растерянности. Вы понимаете, какое бремя я несу, и хотите, чтобы я знал, что мои страдания не остаются незамеченными. Каждая слеза, каждый миг беспокойства пронзают твое сердце. Ты не только слышишь мои крики боли, но и плачешь вместе со мной. Вместе наши крики достигают небес, а твоя любовь ко мне остается неизменной. Однажды ты поможешь мне забыть боль прошлого и заменить ее чем-то удивительным. Я просыпаюсь с чувством благословения и благодарности, не отягощенного унынием или тяжестью. Я испытаю глубокое удовлетворение и радость, которые невозможно объяснить. Я верю, что это произойдет, и ставлю этому сообщению большой палец вверх, чтобы подтвердить свою веру. Сегодня мне напоминают 5 важнейших истин. 1. Ты думаешь обо мне каждый день.
2. Ты присматриваешь за мной каждый час. 3. Ты заботишься обо мне каждую минуту. 4. Ты любишь меня каждую секунду. И 5. С чем бы я ни столкнулся, ты со мной. Я всем сердцем верю, что вы со мной, и пишу «да», чтобы заявить о своей непоколебимой вере. Хотя я благодарен за все, что вы сделали, я понимаю, что вы приготовили для меня еще больше. Я предпочитаю не останавливаться на достигнутом, а продолжать расти, стремиться и искать большего. Я знаю, что меня ждут новые испытания и благословения, и я с нетерпением принимаю их. Я верю, что мои мечты могут сбыться и открыты неожиданным переменам в свою пользу. Чудеса реальны, и я придерживаюсь этой истины. Я пишу «да», чтобы подтвердить свою веру. Я полон предвкушения, когда слышу ваши сообщения о том, что на моем пути приближается кто-то, кому суждено изменить мою жизнь к лучшему. Я не проигнорирую эту прекрасную возможность. Более того, я верю, что до конца этого месяца произойдут чудесные вещи. Я готовлюсь к изменяющим жизнь благословениям, исцелению, любви и благосклонности. Я держусь своей веры еще немного, потому что облегчение уже не за горами. Пишу «да», чтобы подтвердить свое доверие к вашим планам. Я радуюсь ливню благословений, которые вы посылаете мне в этом месяце, включая финансовое чудо. Но это еще не все, я ожидаю благословений, которые изменят мою жизнь, принесут исцеление, любовь и расположение. Я держусь за свою веру и терплю еще немного. Твоя любовь ко мне безусловна, и ты всегда будешь рядом со мной, независимо от ситуации. Я верю в Твою помощь в мои трудные минуты и Твою защиту от зла. Ты со мной и в хорошие, и в плохие времена. Я пишу «да», чтобы подтвердить, что Господь со мной. Я посмотрю упомянутое вами видео, когда проснусь завтра утром, с нетерпением ожидая неожиданного благословения в 1 миллион песо из неожиданных источников. Я не сдамся, даже если столкнусь с нападками в моих финансах, отношениях или других сферах. Эти атаки – знак того, что мой прорыв близок. Я провозглашаю мир, победу, исцеление и благословение в моей жизни. Я открываю дверь, чтобы принять их. Я верю, что у вас есть новые горы, которые мне нужно покорить, новые дружеские отношения, которые мне нужно завести, и новые уровни влияния, которых я могу достичь. Я вступаю в новый этап жизни, где ничто не может меня остановить. Процветание, изобилие, хорошее здоровье и хорошие отношения будут со мной. Я пишу 11, чтобы выразить свою благодарность за это своевременное сообщение.